Полуфиналисты продолжают готовить. На нашей кухне кипит работа. Совсем скоро кулинары встретятся с шефами. Юрий Забегин удивил шефов идеальными пельменями. Умеет ловко выходить из любой сложной ситуации. Любит превращать весь процесс готовки в произведение искусства. Александра Филиппова покорила своих конкурентов отзывчивостью и желанием помогать. А вот любовь к азиатским блюдам и 2 вида рулета привели к победе в первом туре. Майя Паисеева. Фарфали с морепродуктами стали ключом к победе для нашей участницы. Умеет сочетать продукты и создавать рецепты, полагаясь на интуицию. Татьяна Константинова вышла в полуфинал, приготовив лучшие мидии в четверке. Предпочитает погружаться в готовку с головой и не отвлекаться на лишние разговоры. В прошлом выпуске. Неприятным сюрпризом для полуфиналистов стали новые условия и правила шоу. Собраться и слаженно работать в новых реалиях смогли не все кулинары. Майя стремительно покинула кухню из-за неудачно приготовленного бисквита. Можно я выйду немножко? На минутку. Майя, стойте, не уходите! Сейчас. Неужели она покинет проект? Вы вернулись? Ну да, куда я денусь? Ага, а что вас так расстроило? Ну, я этот бисквит делаю чуть ли не каждый день, и вот сегодня он у меня какой-то такое не очень. Ну, буду отрезать. Да, основа для бисквита не получилась. Но правильно ли Майя расшифровала послание экспертов? Ягоды, сливочное масло и цитрусовые. Значит, сейчас очень модно, да, вот именно в десертах, чтобы была кислинка цитрусовая, да, они могут вот использовать для этих целей. Как раз-таки лимон, лайм у них лежит в корзине. Незнание итальянской кухни никак не отражается на боевом настрое Александры. Наш кулинар уверенно работает и успевает обсудить блюдо с соседом по кухне. Равиоли с какой начинкой будете готовить? Картошка и творог. Юра, я даже название не могу запомнить. Что-то у меня вообще в голове не... Тесто раскатывает, плохо раскатывается. Ага, плохо раскатывает. Надо камень. Вот камень тоже... мукой не надо посыпать, тогда будет лучше. Прилипать будет. Да? Ой, спасибо. Да. Вот это тоже равиоли. Готовлю. С фаршем. Понятно. Получится или нет, не знаю. Какой формы будет? Форму как конверт буду делать. Не впервые наши участники готовят незнакомое блюдо, и здесь, как показала практика, главное уверенно импровизировать. А название можно и не запоминать. Bu blüda çok sevdim. Adı çok sevdim. Равиоли. Равиоли. Юрий приступает к десерту. Будем надеяться, панакота не принесет ему новые хлопоты. Да, смешиваем сливки с молоком, с желатином. Соединяем. Будем разливать по формам. Сейчас немножко прогреем все это дело. Разольем, потом займемся курицей, наверное. Все ингредиенты и продукты вы обязательно должны использовать в приготовлении десерта. Не один продукт из того, что есть, а все. Все-таки с десертом придется повозиться. Юрий не понял задания и до сих пор не знает, как применить продукты из ящика. В одном ящике было мед, изюм, сливки, яйца. Значит, здесь они могут сделать начинку, используя изюм. Для теста могут использовать мед. Мед также могут использовать для соуса. И яйца в тесто. Могут еще для декора. Сейчас очень модно делать десерты индивидуальной подачи, да? Декорировать.
гарнир сделать, соус сделать. По сравнению с коллегами, Татьяна быстро решила вопрос с десертом. Кулинар успела запечь основу для тарта и приготовила начинку. Приступила к десерту, вернее, к начинке десерта. Тесто у меня готово, отдыхает. Потом я его запеку. А брокколи уже почти готово. Он мне нужен для соуса. Что вам досталось в ящике? В ящике мне достались яблоки, мед и грецкие орехи. У меня будет тарт с яблоками и грецкими орехами. И что должны оценить шефы в вашем тарте? В нашем тарте они оценят, наверное, начинку и тесто. Тесто, потому что это тоже очень сложно готовится. Я не уверена насчет его. Ну вот посмотрим. Интересно, какой десерт ждут от нее эксперты? В третьем ящике у участника были яблоки, орешки грецкие и мед. Значит, если положили яблоки, значит, хотят увидеть какой-то яблочный тарт или что-то такое, да? И использование вот этих всех ингредиентов либо как в начинке в сложном, да, либо как гарнир или либо как в декоре. На кухне у Александры царит спокойствие и умиротворение. Наш кулинар, похоже, поймала волну и с головой погрузилась в готовку. Так. Дай бог, Дима. А вот у соседа по кухне не все так ладно. Юрий заметно отстает от своих коллег и в этот раз никак не может собраться. Приготовление десерта недопонял. Теперь буду думать, куда использовать яйца, мед, изюм, так как не рассчитывал для этого десерта все эти ингредиенты использовать. Вместе со всеми Юрий начинает раскатывать тесто. Думаю, с этим проблем не должно быть, и мы получим самое тонкое тесто. Юрий, вы готовите тесто для пасты. Да. Я думаю, что в этом вам не должно быть равных в раскатке теста. Ну, в раскатке может, но состав теста другой, по идее. Посмотрим. Чем-то отличается тесто равиоли от пельменных тест? Ну да, а воду не надо добавлять. Терка у меня есть. Что, не надо воду добавлять? Я терку возьму у вас. Терку возьму? Вот терка. Хорошо. Спасибо. Почти что все то же самое, что на пельмени, только без воды. Похоже, провал с бисквитом надолго выбил Майю из колеи. Ну вот катаю тесто, и оно, ну как всегда с тестом, оно очень твердое. Работа тяжелая, прямо уже жарко стало. В прошлый раз у вас какая ошибка, может быть, была в раскатке теста? Нет, меня сказали, достаточно тонкое, хорошее было тесто. Так. Вот сейчас тоже хочется, чтобы тоненько было, ну вот прямо обратно собирается и собирается. Какой формы у вас будут равиоли? Квадратные, наверное. Вот фигурного ножичка у нас нету. Поэтому, да, так, видимо, так. Начинку придумали? Да, начинку придумала, уже смешала. И с чем будет равиоли? С мясом, со сливочным сыром и просто сыром. 2 вида сыра. Да, 2 вида сыра. Не так все гладко и у Юрия. Пытаемся сделать, но пока не очень. Почему не выходит? Ну, суховатое, как будто какое-то. Может быть, воды все-таки придется немножко туда как-нибудь Воды добавить? добавить. Сейчас посмотрим. Помесим его подольше. По времени у вас все нормально? Да не знаю, но уже достаточно много времени прошло. У меня готова только половина десерта. И все. Ну и курица маринуется. Соответственно. А у вас в таком виде будет панакота остывать, да, в этих Ну, тарелочках? остынет, да, потом мы ее перевернем аккуратненько. Там сейчас сделаем к ней, наверное, клубничный соус. Куда-то туда затесаем мед, изюм. А с яйцами что будете Яйца. делать? Не знаю, ну, сделаем безе.
Твердая пятерка по тесту у Татьяны. Эластичное, мягкое, все как надо. Мне кажется, тесто получилось нежное, красивое. Я его готовлю, наверное, второй раз. Состав какой у вас вашего теста? Так, должно быть оливковое масло, но у меня было только подсолнечное, яйцо, мука и соль. Все просто. Как думаете, что самое главное в раскатке теста для пасты? Достаточная тонкость, но и чтобы не порвалось. Да, неприятно, когда у тебя не получается, а у соседа все как по маслу. Прямо завидно, какое у нее податливое тесто получилось. У меня что-то тверденько немножко. Однажды, холодной зимней ночью, придет он. И ты снова поверишь в чудеса и почувствуешь себя ребенком, потому что он волшебный, красивый, яркий Новый год. Хозмаркет. Время волшебства. Полуфиналисты продолжают готовить для наших шефов и подходят к финишной прямой. Глаза боятся, руки делают. Вперед к победе! Идти вперед и никогда не сдаваться. Чтобы что-то сделать, надо только начать. Вперед так вперед, и все будет хорошо. Равиоли Александра получаются на порядок больше и толще. Мне кажется, это больше про Азию, нежели про Италию. Равиоли. Название не помню, но первые у меня вот равиоли получилось. Да? Еще Эксперименты с равиоли и у Татьяны. Интересно, каким пасту представляет себе Татьяна? Я равиоли до этого не готовила, поэтому делаю как пельмени, единственной разницей в соусе и, наверное, в таком формочках исполнений. Надеюсь, они не разварятся. Между тем, Майя продолжает молчаливую войну с тестом. Что-то у меня тесто друг к другу не хочет прилипать, потому что я его слегка маслом намазала. Потому что оно к столу слишком липло, а муку я не могла использовать, потому что уже и так жестковато было. Вот, ну, надеюсь, сейчас слиплется что-нибудь у меня. Должным Александра образом. и Татьяна уже слепили. Ну, молодцы. Сейчас догоним. Ничего. Хорошо. Что вы думаете о Юре? Юрий? Кажется, у него немножко началась дезорганизация процесса. Ну, думаю, он соберется. На фоне организованных девушек Юрий выглядит весьма растерянным, и видно, что он немного начинает волноваться, ведь он единственный, кто еще не раскатал тесто и не начал лепить свои равиоли. Догонит ли он их? Ага, тоже боюсь этого. А они сильно набухают, да, тесто? Наша духовка по-прежнему не дает расслабиться участникам. Стоит чуть про нее забыть, она начинает показывать свой характер. Так, Надо было подождать, я забыл. Извиняюсь. Все, 200 градусов. Но на этом проблемы на кухне не заканчиваются. Такой нужным всем кулинарам единственный блендер никак не соберется. как включает? Не знаю. А?
кактусы. Так, вот это снимаем. Вот эту штучку. А, Открываем. спасибо. Спасибо. Юрий заметно отстает от своих коллег, хотя и пытается раскатать тесто быстрее, прилагая все свои силы. Ну, приступаем к собиранию равиоли. Я думаю, начинки должно быть там не сильно много. Что это все-таки паста. А у вас начинка просто фарш? Да. Это не будут пельмени? Нет. У них же форма другая, тесто абсолютно другое. Поэтому Ладно, хорошо. Соус будет какой-то необычный? да. Сделаем голландский соус Так. на основе яичного желтка, сливочного масла. Вы равиоли решили жарить, а не варить, да? Я Да. немножко поджарить и варить. Хорошо. У вас какой-то свой, да, рецепт? Ой, вот это не умею же. Александра единственная из четверки, кто еще не успел приступить к десерту. Времени остается все меньше. В первом ящике было маскарпоне, заморозка ягод и яйца были. А здесь, значит, эксперты хотели бы увидеть десерт либо из песочки, либо из бисквита, да, на основе. Из ягод они могут сделать соус, могут сделать начинку, сыр могут использовать для крема. Татьяна взялась за цыпленка. Как же она его будет готовить? Я не знаю, сколько времени готовится цыпленок табака, и мне очень хочется приступить уже, потому что времени осталось 1 час. Да, придется полагаться только на интуицию. Цыпленок табака, во-первых, сначала его нужно подготовить, да, замариновать, отбить. И для приготовления используется специальная сковорода. Сверху закрывается как груз, тяжелая крышка, и готовится цыпленок. Соус обычно идет, ну это как бы блюдо грузинское, цыпленок табака называется. Соус с кемалей или сацебели подают к цыпленку обычно. Вот. Ну, гарнир, картофель, жареный там или отварной. Цыпленок табака я даже не ела и не представляю, что это может быть. Единственное, я знаю, что это грузинское блюдо, и оно делается в духовке. Не в духовке, а в сковородке. У меня тут по духовке разлетелось мой хлеб. Сегодняшнее испытание дается Майе очень непросто. Каждый этап готовки сопровождается провалом или проблемой. В общем, они должны были вот такие красивые палочки быть. А почему так вышло? Ну, потому что я их вот с углов уже отскребла. Они от воздуха сильного разлетелись. Ничего. Раскатать тесто – это только половина дела. Нужно еще и красиво слепить равиоли, что не очень-то получается у Юры. Все разваливается. Что-то. Может быть, девушки вам помогут советом, как слепить красивые? Они заняты все своими делами. Но вы успеваете им тоже помогать. Ну, пытаюсь. Я ж один мужчина среди 3 девушек. Соус соевый и нету, да? Нету. Сливки. Времени остается все меньше, а Александра решила пройтись по кухне в поисках сливок. Хотела мед взять, но полагается одну продукцию надо взять. Поэтому для соуса как буду делать, не знаю пока, но посмотрим. Мед вам нужен был для соуса. Ага. Юрий до сих пор не знает, как будет использовать ингредиенты. Кажется, кулинар рискует провалить 3-е задание. Десерт у меня уже застывает, стоит. Сейчас пока разберемся с равиоли, поставим варить гарнир, а потом примемся за десерт. Время еще вроде позволяет.
Ага, ну вы сказали, что вы еще безе будете готовить, на это тоже ведь нужно время. Ну да, ну взбить яйца. А сахар есть у вас? Есть. Где-то здесь еще, где-то был он. Оставался. Вон. Я думаю, хватит. Да, конечно. В начале тура участники обрадовались, что им дается на целый час больше времени. Но на деле времени катастрофически не хватает. А ведь через пару мгновений участники встретятся с нашими шефами. Однажды, холодной зимней ночью, придет он. И ты снова поверишь в чудеса и почувствуешь себя ребенком. Потому что он волшебный, красивый, яркий Новый год. Хозмаркет. Время волшебства. Участники, вы все справились с заданием и смогли все закончить вовремя. Прямо сейчас шефы начнут дегустацию. Через пару минут мы узнаем, кто сегодня оказался лучшим. Алишер Норматов, шеф-повар Национальной гильдии шеф-поваров России, шеф поварской ассоциации «Шеф Стим». Прокопий Толстяков, старший повар ресторана «Река, озеро, лес». Саргалана Винокурова, преподаватель спецдисциплин Якутского технологического техникума сервиса, главный эксперт по компетенции «Поварское дело». Первым шефы попробуют блюдо Александры. Я бы что-то добавила, карамелизацию какую-нибудь, да, со специями. Нет, запеченное яблоко как раз вот оно запеченное, Нет, не карамелизованное, как без будто вот специй. запеченное яблоко. Ну, без специй. Вкус яблоко передает. Да, равиоли первого участника. Ну, полепки больше похожи на манты. Очень крупные равиоли, но тесто... Ну, больше, это больше, говорю же, это больше на манты похоже. Да? Пришло время оценить десерт. Несложное, короче, выбрали. Несложный путь, самый легкий. Но тут цитрусовые пленку не убрали. Пельмени у Юрия были идеальные. Как же оценят равиоли? Визуально вроде похоже на равиоли, да? Тесто вот, по-моему, только толстовато. Аккуратное такое. Для такого размера начинки мало. Брокколи сырые, хрустят. Соус чуть-чуть недоработан. Соус вообще он никак. Слишком кислый, надо было его немножко Почти довести, приправки туда. добавить специи, да, сделать как мали. Так, опять же, ошибка вот то, что если уже положили, надо было бы как бы сделать сегмент из апельсина, да, Хотя бы кожицу убрать. Так, сам десерт. Ну, уже что-то вроде. вкусно. На десерт похоже и вкус подчеркивается. На очереди блюда майи. Шефы не знают, какой ценой появились блюда на тарелках. Картофель можно было с розмарином, да, со сливочным маслом запечь. Спекал. Само блюдо вроде так внешне Ну так, курицу полить бы соусом. смотрится что-нибудь хорошо, не сухое, хватает, да. Не хватает сочности, не хватает специй. Формы похожи. Тесто, опять же, вот толстовато. Потоньше надо. Да, тесто толстовато, но Начинки здесь мало. тесто проварилось. Начинка. Не сказать бы, что сухая. Ну, Мало. от предыдущего здесь малина как раз-таки ярко выражена. Я бы съел все. Там немного, видимо, перекипятили соус, больше, подвергли больше, да, чем нужно тепловой обработке. Пришло время попробовать цыпленка Татьяны. Получилось ли у нашего кулинара приготовить настоящее грузинское блюдо? Не хватает ни соли, ни специй. Сухая. А вот равиоли, кажется, поразят своим размером наших шефов. Так, равиоли. Ну, тут как бы равиоли, можно сказать, такой семейный получился, да? Равиоли это одна штука такая большая.
Это, видимо, как сказать, ленивые равиоли, чтобы сделать побольше. Так, тарт. Ну, внешне, визуально вроде выглядит неплохо. Яблоки, грецкие орехи. Тесто песочное, Песочное. рассыпчатое. Пришло время узнать имена сильнейших сегодняшнего тура. Наши эксперты готовы огласить результаты. Пожалуйста. Здравствуйте. Наконец-то мы увидели участников, да, кто готовил, так как у нас дегустация была слепая. Ну, в принципе, все постарались. У кого-то есть свои минусы, у кого-то есть свои плюсы. Светлана Леонидовна, может что-то Так, добавить? первый участник, значит, цыпленок получился, да, соус был хороший, только надо было работать с текстурой этого соуса. С гарниром я бы еще туда добавила приправы. С равиолями у вас восточные какие-то получились, не итальянские, да? Курица у первого участника вот мне тоже понравилась, как бы, да, по вкусу. Хотя над оформлением надо было немножко поработать, так вкусно. Десерт у второго участника тоже очень понравился по вкусу, но над подачей, опять же, нам можно немножко было поработать, постараться. Равиоли, именно как форма равиоли, но тут с тестом у вас немножко, вот оно было чуть потоньше, и было бы вообще замечательно. У десертов самое вкусное у меня это третье. Третье с декором, такой чипсы, вкусное. И соус более такой, малина чувствуется, более натуральный. А у третьего участника надо было по соли, да, и опять же довести тоже до вкуса. А если картофель, то надо еще туда для вкуса добавить вот эти какие-то ароматизирующие специи, плюс сливочное масло, надо суховатых. Второй участник, вам нужно работать по соусу, надо довести до готовности полностью, значит, используя приправы. Если это вы готовите какие-то европейские блюда, да, значит, надо использовать те же приправы. Сейчас вы узнаете, кто из вас проходит дальше в финал и будет бороться за звание первый на кухне. Саргалана, прошу вас озвучить имена наших финалистов. Финал проходит участник номер 2 и номер 3. Александра и Татьяна, не расстраивайтесь, вы уже в числе лучших 8 кулинаров нашего шоу. И от нашего спонсора гипермаркета Max Market мы вручаем вам корзину с продуктами для ваших новых кулинарных свершений, а также мастер-класс от Якутского технологического техникума сервиса на приготовление банкетных блюд. Я очень рада и буду за них болеть сильно-сильно. Расстроена ли я своим выбытием из шоу? Нет, определенно нет, потому что мне очень понравилось это шоу. Все участники такие хорошие, милые, победили достойнейшие люди. Я узнала, что такие шоу делается, как делается это шоу, сколько людей задействовано. Я очень благодарю всю съемочную группу, ведущую и спонсоров. Мне очень понравились призы. Я, в общем, довольна. Я очень рада. Я, честно говоря, волновалась. Я не была уверена, что пройду. Но конкуренция сегодня была такая прямо хорошая. Очень сильные участники. Я очень рада, что пошла дальше. Теперь буду готовиться поосновательней, получше, поработаю над соусами. Соответственно, все замечания наших жюри, шеф-поваров я принял во внимание и уже будем справляться. В следующем выпуске мы встретимся с еще одной четверкой полуфиналистов. Им также предстоит справиться сразу с 3 блюдами. Дойдет ли каждый из них до финиша и справятся ли они с заданиями шефов? Оставайтесь с нами, это было шоу «Первый на кухне».
Шоу «Первый на кухне» подарило мне возможность осуществить свою давнюю мечту, подарило мне новую себя, придало уверенности и подарило знакомство с такими замечательными людьми, которыми хочется вдохновляться. Они любят готовить и готовят то, что даже готовят впервые. Организаторам я очень благодарна. Это было поистине замечательное шоу. И я буду следить за участниками, и финалистам я пожелаю послушной духовки, идеальной прожарки, чтобы вы поразили судей своими блюдами 10 из 10. Мне очень понравилось поучаствовать в этом проекте и получила колоссальный опыт приготовления еды в нестандартном обстановке. Благодарю экспертов за хорошие слова и добрые советы. Все будет хорошо.